Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 21 ноября 2020 года, субботу. Выпадает у нас карта Змея. Что будет помогать? Башня. Что будет мешать? Дерево. Карта Змея, она такая неоднозначная. Единственное, что у нас здесь может быть положительное, это когда мы стоим за себя, отстаиваем какие-то свои интересы или проявляем мудрость во взаимоотношениях, вот с семьей особенно, да. В основном эта карта, она, конечно, говорит о трудностях, о разочарованиях или о ревности, или о манипуляциях. Может нас кто-то обмануть, может кто-то предать. Или, допустим, вы рассчитывали на какую-то поддержку со стороны государства, да, может быть, субсидию какую-то, или еще что-то такое хотели оформить. Или, может быть, вы рассчитывали продать жилье, купить жилье, а тут что-то не получается. Кто-то вас подводит, и причем, скорее всего, сознательно здесь происходит какая-то негативная ситуация. Или, может быть, кто-то очень агрессивно себя с вами ведет, и вам приходится за себя стоять, да, отстаивать свои интересы. Отстаивать, может быть, даже свою безопасность и здоровье. И вообще эта карта, конечно, непредсказуемая. То есть вот можно ожидать чего угодно в этот день, а то, что нас очень сильно может огорчить, удивить, шокировать. Что будет помогать? Башня. Башня – это такой внутренний стержень, опора на себя, когда мы не растеряемся никогда ни в какой ситуации, когда мы с уважением относимся к себе, с любовью к себе относимся или опираемся на закон. Что будет мешать? Дерево. Когда мы разбрасываемся в разные стороны, когда у нас энергия уходит, допустим, на какие-то мелочи, да, на какие-то дела, которые, может быть, и могли бы подождать. Или, может быть, когда мы надеемся на семью, на друзей, на то, что нас кто-то поддержит, или слишком верим кому-то, да, или, допустим, считаем, что вот в нашей судьбе не должно происходить ничего плохого, трудного, да, может быть, знаете, такое сказочное какое-то отношение к жизни, вот оно сегодня недопустимо. Вот, и еще, вот это дерево, оно зимнее, да, то есть оно без листвы, оно отдыхает. Вот, то есть нужно не расслабляться, а нужно именно проявлять активность сегодня для того, чтобы вот день действительно вас не выбил из колеи. Давайте посмотрим. Обычно змея женщина, да, то есть к женщине относится, но очень часто и мужчины проявляют какие-то такие черты характера, когда действуют за спиной или действуют неожиданно, со злостью с какой-то. То есть будьте осторожны. Сегодня день все-таки такой очень агрессивный может быть. Может быть, даже просто ситуация какая-то, не человек, да, а какая-то ситуация. Допустим, осторожнее на дороге, да, или осторожнее там с документами какими-то, или, может быть, кошелек держите как-то при себе, за сумкой смотрите. То есть, разного рода такие могут быть неожиданности. Давайте посмотрим отношения. Те, кто в поиске. Лилия выпадает. Можно встретить человека старше себя, или может познакомить нас человек более старшего возраста, да, бабушки, дедушки, родители, вообще любой человек, который старше нас, он может нас познакомить с каким-то новым человеком, да. Также эта карта очень такой зрелой личности, очень мудрого человека. То есть если вы встречаете сегодня нового человека, то он именно такой. Человек, на которого можно положиться, человек очень, может быть, многого добился в жизни уже, хороший, может быть, профессионал в своей деятельности, да, он знает, чего хочет и как этого добиться. Вот очень такой спокойный человек, не агрессивный, миролюбивый, замечательная карта. Для тех, кто уже в паре, выпадает карта коса. Во-первых, здесь, конечно же, напрашивается у нас сразу какая-то критическая ситуация в плане ссоры. Тем более тут у нас пара, мужчина и женщина, да, и мужчина тут точит косу. То есть получается так, что женщина может, допустим, может поддаться каким-то негативным эмоциям или ревности, да, а мужчина может резко ответить, то есть осторожнее здесь. А может быть это, если мы будем говорить о положительной стороне, может быть сделка какая-то, да, которая
совершается в этот день, нужно обязательно за всем следить, все проверить, да, чтобы все было отточено, чтобы обязательно все ошибки учтены, там, все тонкости там сверены и так далее. То есть очень важно здесь за всем следить, потому что, смотрите, девушка сидит такая расслабленная, да, вот можно пропустить как раз вот такую ситуацию негативную. А мужчина, он следит за тем, что происходит. Вот это самая лучшая, правильная позиция. А для тех, кто в ссоре, карта ключ. Ну, может и закрыть отношения ключ, а может и открыть. Но посмотрите, здесь все-таки у нас два ключа, поэтому, скорее всего, будет ситуация, когда один из партнеров, допустим, хочет, чтобы отношения продолжались, а другой хочет, чтобы они закончились. Или здесь встреча с новым человеком, и вам уже неинтересно продолжать вот эти трудные напряженные отношения с человеком. В любом случае, это ситуация разрешения. Как бы ни произошло, останетесь вместе или расстанетесь, да, то есть это будет вам на благо все равно. Работа. Для тех, кто в поиске работы, карта мыши выпадает. Ну, какие-то трудности могут быть сегодня. Может быть, это просто время, когда нужно отдохнуть, набраться сил. Да, вот здесь у нас такой плод у мышки, то есть нужно отдохнуть, покушать, да, домом заняться, семьей, какими-то домашними, может быть, делами, мелочами, покупками какими-то. Но вообще вот эта карта, конечно, не для того, чтобы осуществлять желание. Или, допустим, если вы находите работу, то эта работа очень трудная, она... Во-первых, может быть большой коллектив, да, большая команда, и вот нужно каждому найти подход. Или очень много дел, очень тяжело работать на этой, вот именно в этой компании. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто уже работает. Всадник выпадает карта, но здесь какие-то перемены у вас, скорее всего, связанные либо с коммуникациями, да, либо с поездками. Может быть командировка для кого-то, может быть перевод на другую должность, на другое место, может быть новый начальник приходит, да, или может быть еще какие-то перемены. В коллективе может быть какая-то перемена. Ну, а может быть даже это и ситуация каких-то новостей, когда вот вас ставят в известность вот только сегодня, да, вы никогда раньше этого не слышали, допустим, вы работали все время на удаленке, а теперь говорят, что вам, допустим, можно выйти в офис, или наоборот, перемена какая-то. В общем, в любом случае здесь какие-то у нас ситуации новые, причем очень быстро все происходит. Так, вот также эта ситуация может говорить о том, что вы спешите, может быть, с выполнением какой-то работы и можете что-то не доделать, что-то упустить, ошибку какую-то сделать, или сделать какую-то, ну, оказать какую-то услугу, может быть, недостаточно качественно из-за спешки. Так, теперь те, кто у нас своим делом зарабатывает, карта облака. Ну, обычно это ситуация, когда непонятно, как действовать. Какая-то будет ситуация, или вас обманывают, или вы не понимаете, как улучшить дело, как больше зарабатывать. Или, может быть, действительно нужны какие-то знания, и вы сегодня идете учиться, может быть, какой-то семинар, вебинар, еще что-то вот в этом роде, связанное с интеллектом, да. А также по этой карте может открываться какая-то неправда, или какой-то человек что-то у вас за спиной делал, и вы вдруг откроете это, ну, как бы то, что вас очень неприятно удивит. Откроется это для вас, и вы будете думать, что с этим человеком делать вообще. Может быть, его даже близко к себе не подпускать, может быть, на работе не оставлять. Также может быть, знаете, переменчивое настроение. То так думаю, то эдак. Может быть неопределенность в делах с клиентами, с какими-то сделками, может быть, бумагами. Финансы. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта женщины выпадает. То есть здесь, скорее всего, именно как бы через женщину идут доходы, да. Также карта женщины, она может показывать и эмоции, да, то есть в переносном смысле, то есть эмоции по поводу денег, эмоции по поводу того, чтобы купить что-то красивое, купить что-то для дома, для семьи, для комфорта, да, то есть здесь не так доходы, как расходы могут быть по этой карте, но все-таки деньги есть на то, чтобы тратить, потому что женщина, она как раз
как бы символ того, что она знает, что семье нужно, да, она знает, что нужно в доме, она знает, что нужно там из одежды. В общем, все абсолютно здесь именно на женщине. Ну, в основном так бывает, да, и поэтому женщина определяет бюджет, и к ней именно приходят деньги. То есть какой запрос у нас, сколько нам необходимо, столько и денег будет. То есть будет хватать. Может быть, даже неожиданно придут откуда-то деньги, потому что здесь девушка стоит на вершине, да, то есть это исполнение какого-то желания по поводу денег. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта кольцо. Ну, здесь покупки, подарки, если в плане трат, да, что-то дорогое можем покупать или какую-то сделку совершать, которая надолго, вот какую-то вещь приобретаем надолго. Или же здесь может быть ситуация, когда все по кругу происходит. Да? Заработали, потратили, все привычно по деньгам. Сколько раньше получали, столько и сегодня получаем. Может быть, от партнера деньги приходят, да, не только вы зарабатываете. Здоровье. Солнце для здоровья замечательная карта, когда у нас много жизненных сил, когда мы выздоравливаем, когда у нас много радости, позитива. И вообще эта ситуация какая-то перехода будет, да, то есть еще больше сил, еще больше настроения что-то сделать. То есть, ну, здоровье очень хорошее по солнцу. И, знаете, особенно это детская карта тоже часто, да, может быть, ребенок, допустим, не очень хорошо себя чувствовал, тоже вот может быть выздоровление. А теперь итог дня. Карта корабль. Очень хорошие будут перемены благодаря сегодняшнему дню. Здесь, может быть, вы решите поменять круг знакомых. Вы, может быть, решите поменять образ жизни каким-то образом, да. У кого какой темы это будет касаться. Может быть, с кем-то расстанетесь, может быть, с кем-то познакомитесь. Может быть, куда-то поедете или решите куда-то поехать, переехать. Может быть, решите новое какое-то предприятие начать, по-новому деньги зарабатывать. В общем, какое-то такое будет состояние, что хочу нового, хочу лучшего, хочу развиваться, хочу видеть то, что раньше не видел. Да? То есть вот нужно будет обязательно использовать вот эту энергию, когда нам хочется быть больше, чем мы есть на самом деле, и что-то изменить в этот день. Друзья, желаю всем всего самого наилучшего. Пусть все сбывается только хорошее. Всего вам доброго. До новых встреч.